ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Понедельник, 17:30 УГТУ. Общежитие для сотрудников и студентов номер 2 по улице Юбилейная. Елена возвращается с вечерней прогулки с 3-месячным сыном. Домой не торопятся. С 9 июля во всем здании нет горячей воды. Жильцы справляются по старинке, тазиками и кастрюльками. Например, Елена в день кипятит 20-40 литров воды. Ребенка помыть, себя в порядок привести, да и просто погреться. На улице холодно, дома тоже. Точной информации, почему отключили горячую воду так надолго, нет. По слухам, ради экономии. Я не знаю, какая там экономия может быть. Это мы на газ только тратим, на электричество. Я не знаю. В общем, очень. Даже домой не хочется идти, честно. Вот эти все банки, склянки, кастрюли, вот это вот все. Половина в отпусках, вот это спасает. Сейчас уже приезжают, сегодня уже приехали, уже в очереди стоим. Кто-то сварит, греем. Очень ужасная ситуация, я не знаю, еще если месяц, то мы не выдержим, наверное. Одна из версий отключения горячей воды университет задолжал по коммунальным платежам. Однако для некоторых и это отнюдь не главная проблема. Ольга Чернова 25 дней сверхположенного ждала зарплату. Должны были выдать в одно время, а произошло это спустя более 3 недель. Как рассказывает девушка, похожие истории стали происходить в УГТУ с начала лета. Задержали на полмесяца, 20-30 дней, всю зарплату или часть, когда как. Я спросила у начальника, начальник позвонил куда-то выше, сказали, денег пока нет в университете. Но это все на словах, к сожалению, никаких официальных объявлений не было, только все через какие-то лица, звонки, гневливые разговоры с бухгалтерией, попытки ругаться, в общем-то, ни к чему не приводят, потому что сама бухгалтерия, она, в общем-то, показывает себя невиновной. Ольга добавляет, проблема не только у нее одной. Бывало, что люди выходили в отпуск без тех денег, на которые рассчитывали, а значит, выкручивались, занимали, искали варианты. На сегодня в контролирующие органы никто не обращался, но похожая ситуация, что называется, дозрела. Возможные последствия тоже понятны. Страха может быть поменьше, чем у моих коллег, которые имеют семьи, какие-то кредиты, ипотеки и прочее. Поэтому мне чуть меньше страшно, чем остальным. А в целом, в принципе, я не знаю, чем это все может закончиться. Последствия могут быть. Почти месяц без горячей воды или зарплаты. Почему? Официального объяснения от руководства вуза люди не слышали. На днях мы попробуем получить комментарий от УГТУ. Ну а пока ухтинское лето 2015 в разгаре. На градуснике +13, дождь, а горячей воды в общежитии по-прежнему нет.